Автосервис «Норма». Диагностика и ремонт ходовой, замена узлов и агрегатов, сварочные работы, услуги подъемника и пресса, внедорожная подготовка автомобилей для охоты и спорта, пескоструй, очистка по технологии мягкий бластинг. Мы находимся на Сергеляском шоссе, 4-й километр, перед медцентром. В соревнованиях ожидается огромное количество воды, поэтому нам необходимо вывести сапуны переднего моста повыше. Мы хотим сделать это под капот с помощью простых шлангов и вот таких вот переходников. В принципе, ничего сложного. Самое главное, чтобы во время охлаждения редуктора вода не попала внутрь. То есть это достаточно опасно для ходовой части автомобиля. Всего впереди под капотом у нас 3 шланга, которые необходимо вывести, 3 трубки. Первая — это редуктор переднего моста, и 2 находятся за двигателем. Это раздатка и коробка передач. Все три трубки мы выведем к этому тройнику, четвернику, и расположим где-то, наверное, в этом районе. Ну, еще посмотрим, пофантазируем. Ничего сложного на самом деле. Итак, продолжается последний день. Перед гонками мы уже поставили защиту, наклеили наших любимых партнеров на наш автомобиль. Сейчас мы собираемся взять вот этот старый аккумулятор и поставить его вместо нового, рабочего. Рабочий у нас будет играть роль запасного, потому что мало ли что, аккумулятор сядет в лесу и все. Вообще история вот этого старого аккумулятора, по-моему, достаточно такая мутная. Вот, старый аккумулятор, как показалось, перестал работать. Ну и, соответственно, скорее всего, я сейчас думаю и на это надеюсь, что он просто окислились клеммы, и тогда просто было решено заменить его на новый. Сейчас проверим, ну и, соответственно, если будет в течение сегодняшнего дня доставлять нам проблемы, мы поставим обратно старый. Ну, в смысле, старый новый. Вообще, в первую очередь, если что-то машина не заводится или так далее, лучше начинать диагностику именно с этих клемм, потому что при окислении ток, соответственно, не идет, и автомобиль не заводится, не работает. Сейчас узнаем, работает он или нет. Нет, не работает. После всех приготовлений мы достаточно уверены в своих силах, машина подготовлена, но на самом деле было бы очень хорошо, если бы мы принимали участие в соревнованиях, что-то типа вот на таком автомобиле. Я думаю, что проблем бы никаких не возникло. Единственное, мы бы, наверное, были одни в таком классе. Вообще, раньше
сильно не сталкивался с автомобильной тематикой в плане самому сделать что-то и так далее. Доверял все автосервисам. Сейчас все это как-то стало ближе, и по-доброму завидую ребятам, у которых есть свои гаражи. Гаражи, где можно... Свои большие, хорошие гаражи. С большим количеством инструментов. Да, с большим количеством инструментов. Ну и, соответственно, там, где можно подключиться, где есть электричество, соответственно, ну и что-то сделать самому. Сейчас мы направляемся к одному из участников соревнований. Он тоже готовит свой автомобиль. Пользуясь его болгаркой и инструментами, мы сейчас тоже подремонтируем, доделаем свой автомобиль. Живет он в живописном месте под названием Сергелях. Очень красиво. Светит солнце. С утра днем был дождь. Я надеюсь, что на соревнованиях дождя будет как можно меньше. Итак, мы на месте. Сразу решили сделать удлинители. Мы взяли, долго думали, что взять. Самый практичный и недорогой вариант вышло стальной трос 8-миллиметровый. И сейчас мы делаем наконечники, чтобы удобно было зацеплять за шакал и удобнее было пользоваться. В свою очередь Сергей Фокс уже поставил резину на свой автомобиль. Теперь это уже выглядит как настоящий спортивный внедорожник. Ну а сейчас мы занимаемся тем, что устанавливаем на передний бампер так называемые усики для того, чтобы в процессе чемпионата постоянно не сматывать лебедку, а просто-напросто накидывать трос на эти усики. Сейчас мы будем по совету определенных людей, знающих, будем стачивать зубцы с крепежа антенны нашей рации. И для чего мы это делаем? Наша антенна расположена в достаточно уязвимом месте, она находится на крыше, на багажнике, и, как видите, здесь практически не защищается ничем. То есть будут ветки и так далее. При ударе, если зубцы не сточить, то крепеж останется на месте, катушку может снести полностью. Если мы сточим зубцы, то, соответственно, при ударе движение против часовой стрелки, соответственно, болт немного ослабит, и по расчетам, катушка с антенной должна уйти в этом направлении. То есть антенна останется, просто поменяет свое положение. Ну, проверим. Я думаю, что лучше перестраховаться, чем потерять антенну. Поэтому начнем. Ну а теперь мы занимаемся герметизацией двигателя. Двигатель у нас бензиновый, не дизельный, поэтому предстоит загерметизировать самые уязвимые места. Это свечные колодцы и трамблер. Значит, делается все достаточно просто. Герметиком промазывается вот этой части. Само собой, обезжириваем вот эту часть, поверхность, очищаем ее и, дав немного герметику подсохнуть, ставим обратно. И так мы проделаем со всеми 4 цилиндрами.
По прошествии 3 месяцев подготовки наш автомобиль более или менее готов к участию во внедорожных соревнованиях. Хорошо мы подготовили автомобиль или плохо, мы увидим в следующих выпусках. Но сейчас можно с уверенностью отметить то, что к покорению бездорожья мы готовы. Пользуясь случаем, также хотелось бы поблагодарить участников внедорожного клуба «Мамонт», клуба скудоводов за помощь своевременными советами по тем или иным вопросам в процессе подготовки автомобиля.